большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу приготовить домашнюю моцареллу всего из 2 ингредиентов. Нам понадобится 4 литра домашнего молока. Молоко должно быть обязательно домашним, потому что если вы купите магазинное пастеризованное молоко, то рецепт, к сожалению, не получится. Постоянно помешивая, нагреваем молоко до очень теплого состояния. Что я имею в виду? Вот если вы опустите палец в молоко, то вы будете чувствовать, что оно горячее, но при этом вы можете держать палец в молоке. Температура должна быть около 50 градусов. Если вы окунете палец в молоко, то вы будете ощущать, что вам горячо, но при этом вы можете держать палец в молоке и не обжечься. Теперь, постоянно помешивая, в наше очень теплое молоко добавляем обычный столовый уксус. 9%. Посмотрите, я уже добавила 5 столовых ложек уксуса и уже начинает формироваться сыр. Вот, посмотрите, уже у нас есть комок сыра. Продолжаем перемешивать. Уже я добавила 7 столовых ложек, нам может понадобиться от 8 до 10 столовых ложек уксуса, все зависит от исходного качества молока. Я добавляю 8 и все время нужно хорошенько перемешивать. Посмотрите, что уже у меня здесь получилось. Заготовка нашей будущей моцареллы. Больше начинает отделяться сыворотка, она становится такого желтоватого цвета характерного. И посмотрите, какой ком сыра у нас здесь. Вот это вообще красота. Я добавляю еще 1 столовую ложку. Это у меня получается 9 столовых ложек 9% уксуса. И вот посмотрите, когда вы уже видите, что у вас желтая сыворотка получилась, уже мы дальше не добавляем уксус, а достаем наш сырный ком. Посмотрите, боже мой, это чудо. И вот так вот его обминаем, чтобы ушла лишняя жидкость. Максимально сжимаем. Оно горячее, оно очень теплое, но при этом вы можете с ним работать. И вот так вот выжимаем всю лишнюю жидкость, чтобы потом у нас моцарелла не получилась водянистой. Вот смотрите, я так сжимаю, и отсюда выходит лишняя жидкость. Теперь мы нашу сыворотку ставим на огонь и доводим до очень горячего состояния. Это приблизительно 70 градусов. И вот вы видите, уже начинает идти пар от сыроватки. И я добавляю сюда 1 столовую ложку соли, перемешиваю и выкладываю нашу будущую моцареллу. Выключаем огонь. Вот посмотрите, она уже начинает хорошо тянуться. И вот так вот мы ее вытягиваем, чтобы она хорошенько просолилась. И чем у вас горячее вода, тем он лучше будет тянуться. Вы посмотрите, что творится, видите? Это мы сделали дома. Кстати, он получается не слишком соленый. Если вы предпочитаете более соленую моцареллу, то спокойно добавляйте 2 столовые ложки соли. Я снова опускаю это все. Оно сейчас прогреется и снова будет очень-очень пластичным. И мы сможем сформировать шарик моцареллы. Вы посмотрите. Конечно, очень горячо, но вы посмотрите, что творится. Вот это вам домашняя моцарелла. Перфект. Вот теперь мы формируем с вами шарик моцареллы. Вы можете сделать много маленьких шариков, можно 1 большой, но это очень горячо. Очень-очень горячо. Посмотрите, какой он получается красивенький. Поверьте, такую моцареллу вы не купите в магазине. И теперь наш готовый шарик моцареллы опускаем в ледяную воду, чтобы он у нас стабилизировался и остыл полностью. Давайте посмотрим, сколько у нас получилось. Из 4 литров молока у нас получилось 420 грамм моцареллы. Это получается намного дешевле, нежели купить в магазине. И вы посмотрите на эту красоту. И все это мы сделали дома буквально за 30 минут из обычного домашнего молока. Я, если честно, никак не нарадуюсь. Супер. Все, и давайте теперь отрежем кусочек и посмотрим, какая там у нас красота домашнего производства. Вау.
И посмотрите, какая она у меня получилась слоистая. Не знаю, я как ребенок радуюсь. Смотрите. И теперь я попробую. Она такая нежная, мягкая. Я такой вкусной моцареллы еще никогда не пробовала. Я вам честно скажу, что она у меня получилась совсем не соленой. Если вы хотите, чтобы она была более соленой, то на том этапе, когда мы первый раз достали сыр, добавьте туда соль по своему вкусу и вот так вот хорошенько перемешайте. А потом начинайте уже в горячей сыворотке вытягивать его. Так она у вас получится более соленой. Также вы можете хранить ее в соленом рассоле, и она будет тоже у вас солененькой. Она просто отлично подходит для пиццы, для всяких бутербродов, потому что она у вас будет тянуться просто неимоверно хорошо. Я действительно очень надеюсь, что вам понравился этот рецепт, и вы попробуете повторить его дома, и я уверена, что у вас все получится. Это процесс очень увлекательный, а в результате получается невероятная вкусняшка. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.